Здравствуйте! В эфире передача «Будем вместе». Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни. И по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка. В марте мы побывали в гостях в приемных семьях Нерюнгринского района. Герой нашей сегодняшней передачи – приемная семья Любови Викторовны Величко из поселка Чульман, 6 лет назад взявшая на воспитание 2 сестер из детского дома. У нас в семье 3 детей. Взрослый сын, вот ему 36 исполнилось. Он живет отдельно в Хабаровске у нас. И 2 дочери, тоже как родные. Ну, за 6 лет, конечно, мы уже сроднились, уже узнали друг друга хорошо. Были трудности. Сначала, конечно, и с характером трудно было сойтись, у каждого был свой характер. Сын как-то, он сразу, сестренки. Сразу будут проблемы, будем решать все вместе. Ну, а так по характеру, конечно, трудно сойтись всем людям с разными характерами, поэтому, когда брала, я сразу говорила, не обижайтесь, будем ругать как родных, получать как родные. Поэтому по-всякому бывает. Это сейчас уже стало, конечно, намного легче, потому что все повзрослели и как-то стали понимать ситуацию уже всю. Где правильно поступили, где неправильно поступили. Я вообще на пенсии, как домохозяйка. Поэтому занялась рукоделием. И девчонок тоже притягиваю к этому, потому что на хлеб всегда будет чем заработать. Увлеченность творчеством Любовь Викторовна передает приемным дочерям, сумев в полной мере раскрыть их способности. Я учусь в 11 классе, в 9 школе. С учебой стабильно. Так, хобби у меня рисование. Как думаю, я хорошо рисую. Научилась я рисовать у мамы. Так вот, укрепляю свои навыки так. Картины могу нарисовать, подарить. Вообще люблю животных и растения. В общем, я человек природы. Мне так все психологи говорят. Мама научила меня готовить, следить за собой, убираться в доме. Я люблю вязать. Умею вязать я только варежки, носки, тапочки. Хочу научиться вязать кофты, жилетки какие-нибудь. Что о маме могу рассказать? Она эмоциональная, жизнерадостная, семейный человек. Да. Очень любит семью свою. А что тебе дает семья? Что тебе дает мама, Любовь Викторовна? Поддержку, защиту, тепло, понимание. А какое будущее вы видите ваших девочек? Ой, конечно, хочется, чтобы было у них очень хорошо все. Чтобы какие-то проблем поменьше в жизни было, и семейное благополучие было получше. Где-то у нас было труднее, где-то у нас было в жизни легче, где-то труднее. Конечно, детям хочется, чтобы у них было намного лучше. Посчастливее, повеселее. Посмотрим, как воспитали, так и будет. Любовь Викторовна делает все для достойного воспитания девочек. Так, это плетение у нас из бумажной лозы. Оля у нас профессионал по трубочкам. Она и крутит эту лозу, делает. Я плету. Потом вместе, где красим, где сушим, это уже идет вместе. Декор подбираем. Иногда попадается кому-то что-то новенькое, тоже советую. Ой, давайте такое сделаем. Это на Пасху корзиночки мы делали. Так что это наш... Это для семьи, для дома у нас. Подносик.
И под конфеты, под печенье можно все это сюда положить. Там корзиночки всякие разные под... Так, Маша. Вот Машина рукоделие. Брошки. Вот они, брошечки. А его можешь взять так, он нет. Это Любовь Викторовна смогла направить усидчивость и терпение приемных дочерей в нужном направлении, создавая все необходимые условия для развития их творческого потенциала. Викторовна, мы благодарны вам за то, что вы не дали угаснуть таланту. Они у нас уже в детском доме начинали в кружке «Радуга». Помните, с Марией Александровной? Вы же тоже там из бисера что-то плели, делали, у них всегда получалось. И вот вы их забрали и еще больше развили их талант. сейчас просто всем понемножку занимались, и теперь вот как-то... Большую помощь, поддержку и сопровождение оказывает приемной семье Чульманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Внимание, которое оказывает руководство центра, бесспорно очень важно и помогает родителям в воспитании приемных детей. Приемная семья проходит сложные пути развития, на которых возникают трудности в установлении контакта с ребенком, определении педагогических стилей воспитания, формировании эмоциональной близости. Случается так, что на практике приемные родители сталкиваются с такими проблемами во взаимоотношениях с детьми, к которым они были абсолютно не готовы. Нужно сказать, что и кровного ребенка-то воспитывать это непросто, и от родителя требуется очень много умений, это как умение, например, любить ребенка и выражать, доносить это до ребенка очень четко. Это умение ставить рамочки для того, чтобы у ребенка формировались какие-то очень важные, необходимые для самостоятельной жизни навыки. Это важно очень принимать ребенка таким, как он есть. Очень важное умение для родителей поддерживать ребенка в трудную минуту. Ну, все родители понимают, что их задача вообще-то подготовить ребенка для самостоятельной жизни. И для этого они должны приложить всю любовь и всю поддержку ребенка они должны как бы ему дать. И это у нас воспитание ребенка вообще. Да? Но воспитание приемного ребенка, оно тоже имеет свои радости такие же, свои какие-то трудности, такие же, как и воспитание вообще ребенка. Но при этом есть некоторые нюансы, о которых приемные родители должны знать. Эти нюансы касаются того, что у детей, которые пережили разрыв с кровной семьей, у них имеется психологическая травма потери родителей. И это мы никак не можем скинуть со счетов или сделать вид, что этого не было. Такой соблазн переписать жизнь ребенка с чистого листа. Это не всегда получается, потому что это есть, и этот опыт, он запечатан бессознательным у ребенка. Поэтому, если родители не обращают на это внимания, если родители этого не видят, то ребенок, который, естественно, пережил эту боль потери, у которого очень много чувств, он все равно это будет показывать. Если он будет показывать не прямо, он будет показывать своим состоянием, своими болезнями, своими трудностями поведения. Он может воровать, он может уходить из дома. То есть такие проблемы, они могут быть. Не факт, что они будут. Но если они есть, родители должны четко понимать, что это не потому, что ребенок плохой такой им достался, да, это не потому, что гены, вот очень часто, очень сильный страх такой у родителей бывает, что это вот дурная наследственность и так далее. Нет, скорее всего, это связано именно с тем, что у ребенка очень сильно много противоречивых чувств, и, к сожалению, он не может это обсудить с родителями. Вот поэтому и родители, которые такие состояния видят, которые откровенно с ребенком разговаривают, которые признают его чувства, такие естественные в этот момент, эти родители, наоборот, они дают возможность ребенку переработать, пережить этот опыт, эту боль, эту душевную рану, и тогда и от этого отношения, наоборот, становятся, вот отношения на таком честном фундаменте, они, наоборот, становятся крепче, искреннее, и они доверительнее.
Поэтому такие моменты нужно родителям знать, и мы всегда говорим об этом на школе приемных родителей. Потому что если ребенок не видит, что родители хотят на эту тему говорить, она может быть им неприятна, она может быть, у них тоже свое какое-то отношение к этому есть. Если ребенок видит, что с ним не хотят на эту тему говорить, он не будет эту тему поднимать. Но еще раз мы говорим, он будет показывать это другим способом, бессознательно, не понимая про что, не осознавая. И это часто происходит даже тогда, когда дети не знают о том, что они усыновлены. Тем не менее, бессознательно оно проявляется таким образом. В нашей школе приемных родителей очень много психологии. Мы говорим и про травмы прошлого, про то, как лечить у ребенка эти травмы. Это очень важный опыт, который помогает родителям лучше принимать ребенка, лучше понимать, что с ним происходит в данный момент, и, соответственно, помогать ему с этим как-то справляться, чтобы идти дальше в жизнь. Мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. Знакомьтесь, Александр. Меня зовут Александр, мне 15 лет, я учусь в 8 классе. Учусь я, как сказать, не хорошист, не троечник, примерно так, 3 тройки в четверть. Я закончу школу, думаю заканчивать 11 классов, постараюсь в 8 классе исправить эти тройки, пойти до 11 класса, сдать ЕГЭ и ехать в Благовещенск учиться. После пойти машинистом на поезд. Александру очень нужны поддержка и забота крепкой и дружной семьи, где родители смогут помочь ему найти свое место в жизни. Каждый ребенок должен воспитываться в семье. Мы стараемся помочь детям, волею судьбы, оказавшимся в детских домах, обрести свои семьи. В этом нам помогают все учреждения, в которых воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, и Республиканский банк данных о детях, нуждающихся в устройстве семьи. Вместе мы делаем все, чтобы дети росли в семьях. Мы встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго. До свидания.